Здравствуйте, в эфире новости, с вами Василий Радченко и главное к этому часу. В полку прибыло. Аэромобильную группу МЧС России направили в село Алекокёль Среднеколымского района. Эксперты-мерзлотоведы бьют тревогу. Оттайка мерзлых грунтов из-за изменений климата и неправильного строительства могут привести к необратимым последствиям. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники торговли и общественного питания. Айсен Николаев поздравил якутян, которые трудятся в этих профессиях, даже в непростое время. Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. При этом Кабмин руководствовался эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности. Кроме того, премьер отметил, что совершить перелет за рубеж пока можно будет из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Вице-премьер России Татьяна Голикова в свою очередь пояснила, что международное авиасообщение на первом этапе будет доступно только с 3 странами – Великобританией, Турцией и Танзанией. Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, и при этом мы, руководствуясь эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности. С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Это решение также позволит нам ускорить возвращение наших граждан из-за рубежа. Правительство вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Он будет действовать до 31 декабря 2021 года. Соответствующее постановление подписано. С момента их публикации в течение 2 месяцев туроператор обязан либо вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, либо организовать новую до конца следующего года. По той же схеме должны будут действовать и гостиницы при отказе клиента от брони. А тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации и людям старше 65 лет, туроператоры и отели обязаны вернуть деньги в течение 90 дней. А министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что все ограничения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции могут быть сняты в феврале 2021 года. Ранее эпидемиологи и руководители здравоохранения отмечали, что есть несколько факторов, которые влияют на эпидситуацию и возможность снятия ограничений. Первое – это количество переболевших. В идеале популяционный иммунитет считается достигнутым, когда антитела к инфекции имеют 60-70% населения. В России этот показатель пока составляет около 24%. Второй момент – возможность проведения вакцинации. Первая российская вакцина против COVID-19 сейчас проходит 2-ю фазу клинических испытаний. И разработчики готовят документы для ее регистрации в Минздраве. Процедура запланирована на начало августа. По словам Мурашко, исходя из всех этих факторов, пока в России исходят из того, что все ограничения по коронавирусу в стране снимут в феврале следующего года. За минувшие сутки в республике выявили 50 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщила замруководителя оперативного штаба по борьбе с инфекцией Ольга Балабкина. Из 50 новых зараженных 42 выявлены в Якутске, по 3 случая в Алданском и Нерюнгринском и 2 в Ленском районе. Кроме того, в целом по Якутии COVID-19 за минувшие сутки унес жизни еще 2 человек. На что бы сегодня мне хотелось обратить внимание, это на ту тенденцию, которая сложилась у нас в медицинских организациях. Медицинский мониторинг всех больных, которые проходят через медорганизации Республики Саха-Якутия, говорит о том, что более 75% больных относятся к больным или вирусоносители, относятся к возрасту младше 65 лет. Это активное население. Эта тенденция сохраняется последние 1,5 месяца. И это безусловно, потому что прежде всего активное население, которое отчасти не соблюдает, в том числе санитарно-эпидемиологические правила. Теперь о лесопожарной обстановке в регионе. В село Алекокёль Среднеколымского района направили аэромобильную группу МЧС России. Помогать в борьбе с пожарами будут 20 человек. Напомним, что решением Среднеколымского звена КЧС объявлен режим чрезвычайной ситуации. В тушении пожара участвуют сотрудники МЧС, службы спасения Якутии и добровольцы. Ведется работа по обустройству минерализованных полос и встречному отжигу.
Эксперты говорят, что вечная мерзлота Арктики в опасности. Они отмечают, что оттайка мерзлых грунтов из-за изменения климата и нарушений во время постройки и эксплуатации зданий встречаются все чаще. Максим Кардозо продолжит тему. По оценкам ученых, уже к середине 21 века из-за изменений климата и таяния грунтов может быть повреждено до 70% арктической инфраструктуры, под угрозой обрушения здания и в Якутии. По данным экспертов, за последние 20 лет в центральных районах республики среднегодовая температура повысилась больше, чем на 3 градуса. Изменилась и глубина протаивания некоторых грунтов. Чтобы вовремя реагировать на возникающие проблемы, необходимо постоянно мониторить состояние сооружений на сваях. Один из факторов – это, естественно, изменение температуры и засоленности грунтов, то есть химическое изменение влаги, которое находится в сезонном талом слоя. И второй немаловажный фактор – это поведение самого материала фундамента, то есть самого бетона. И эти два кита, которые должны быть как в качестве контролируемого параметра весь жизненный цикл объекта. В Якутии принят закон о рациональном использовании и сохранении мерзлоты. В нем сформулированы нормативы, которые должны минимизировать деградацию многолетних мерзлых пород. Эксперты отмечают, что подобный закон необходим и на федеральном уровне. 60% территории России находится в зоне вечной мерзлоты. Правда, нужно учитывать тот факт, что мерзлота мерзлоте рознь. Потому что действительно в характере поведения и климатические особенности в арктической зоне, они разные. На Норильске, Якутии это не одно и то же, и подходы к проектированию должны быть немножко различимы. Есть же система районирования по сейсмичности, и требования определенно выдвигаются к конструктиву здания и к фундаментам. Эксперты отмечают, что службы ЖКХ не должны забывать и о самых элементарных правилах эксплуатации зданий на севере. Если снег убрать по периметру здания, зимой промерзнет почва сильнее. Соответственно, летом она оттает меньше. То же самое, если с крыши или вдоль стены дома течет вода и нет отмостки, да, то она по свае течет вниз и растапливает. Так? Это достаточно элементарные правила, но сейчас их надо соблюдать гораздо строже. Специалисты сходятся во мнении, чтобы сохранить вечную мерзлоту, нужно повысить требования к технологиям строительства, расширить нормативную базу в части охраны многолетних мерзлых пород, а также вернуть практику государственного мониторинга за состоянием грунтов. Максим Кардозо, Виктор Олесов, Москва. Полным ходом идут запланированные ремонтные работы в котельных Аймиконского района. Каков план на сезон и все ли идет согласно графику, узнала Светлана Поцелуева. Ограничительные мероприятия в связи с коронавирусом никак не сказались на графике ремонтных работ Аймиконского участка Теплоэнергосервис. Проведенные вовремя комплексные гидравлические испытания позволили выявить слабые участки. Так, на втором коллекторе ТЭС заменят всю трубную часть. Это порядка 250 метров. На другом участке в рамках основных мероприятий инвестпрограммы произвели реконструкцию. В результате на участке протяженностью 600 метров увеличен диаметр трубы и заменен трубопровод холодного водоснабжения. Это позволит увеличить объем теплоносителя потребителям улиц Гагарина и Трудовая. В домах станет теплее. Работы идут по графику, выполняются подрядной организацией. Материал также своевременно весь завезен, как и по трубной части, так и по деталям трубопроводов и запорной арматуре. На сегодняшний день реализовано порядка 70% объемов работ, и также по срокам никаких рисков срывов не наблюдается. В котельной ТЭС, введена в строй еще в 1943 году прошлого века, в рамках инвестпрограммы произведена замена первого котла. Котел полностью поменяли на отечественный КВТС 6,5, полностью механизированный и, как показывает практика, наиболее подходящий под наш вид топлива. Здесь работы завершены на 90%. Осталась обмуровка поверхности нагрева. На август запланированы работы по поэтапной замене котлов в котельных микрорайонов. В целом освоение по ремонтной программе ожидается свыше 20 миллионов, то есть по предварительным данным это будет цифра в окрестности 21-22 миллиона рублей. Планомерные ремонтные работы филиала Теплоэнергосервис обеспечивают повышение надежности в работе оборудования и тепловых сетей. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Усть-Нера. Айсен Николаев поздравил работников торговли и общественного питания с их профессиональным днем. В своем обращении глава Якутии отметил, что отрасль занимает значительную нишу в экономической и социальной жизни общества.
Работники ежедневно вносят вклад в комфортную жизнь якутян, обеспечивая социальную стабильность. И даже в период пандемии преданность к работе, жизнестойкость, стремление к развитию, расширению спектра услуг создали огромный толчок к развитию дистанционной торговли, доставки товаров и готовых продуктов. Айсан Николаев пожелал работникам торговли и общественного питания скорейшего восстановления утраченных объемов торговли и производства, большого упорства и доброй воли к дальнейшему развитию. Полувековой юбилей в этом году отмечает Центр досуга и народного творчества в городе Ленске. Торжественные массовые мероприятия там запрещены, как и во всем регионе, но желающие поздравить юбиляров находят способы это сделать. К примеру, строительная компания 777 в честь 50-летия вручила руководству центра автобус. Раньше у организации не было своего личного транспорта, а выездов много, как по городу, так и за пределы. Ведь творческие коллективы часто выезжают с концертами на различные массовые мероприятия. Я думаю, что это актуально, потому что наши коллективы с концертами, с выездными мероприятиями посещают не только коллективы и предприятия города, но и также за пределами города, на территории района. Поэтому я думаю, я как руководитель учреждения и наши коллективы, и наш весь творческий состав очень рады такому прекрасному подарку в виде автобуса. В селе Абагам Гинского района открыли коровник. Он оснащен современной немецкой техникой, которая позволит максимально автоматизировать все процессы дойки и увеличит производительность. Как сообщил руководитель компании Василий Тимофеев, такая техника на сегодня работает только в 2 хозяйствах республики. По якутским традициям, первой в коровник завели старейшую корову, а ее спину окропила в знак благословения самая опытная работница Саялыка. Сейчас в хозяйстве насчитывается 240 коров. В год они производят больше 600 тонн молока. В следующем году планируется закупить еще 100 голов и повысить показатели надоя. И на этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.